Добрый вечер, дорогие зрители Хайрлики Шлярди Бетрингсга Айтевес. Мы приветствуем вас на третьем сезоне масштабного народного онлайн-шоу «Татарстар. Наследие». Собственно, сегодня среда, чуть позже 7 вечера, а значит, у нас в гостях наше достопочтенное жюри, которое мы вам обязательно представим чуточку позже, а пока я вам зачитаю информацию, которую просто мимо которой пройти я не могу. Что же такое Татарстар? Татарстар — это масштабное народное онлайн-шоу, которое в этом сезоне называется «Татарстар. Наследие». Участникам этого сезона предстоит исполнить песни на татарском языке, станцевать под татарскую музыку, либо исполнить любое другое произведение, но главное, чтобы оно было исключительно на татарском языке. Вот это главное отличие от наших предыдущих двух других сезонов. Участник, который по итогам голосования зрителей и жюри наберет наибольшее количество голосов, станет победителем шоу и получит главный приз — iPhone 12 Pro Max, призы за второе и третье место, iPhone 12 и iPhone 11. Наше онлайн-шоу транслируется в сообществах ВКонтакте, в Одноклассниках, Татарстар, а также в официальном сообществе Республики Татарстан ВКонтакте и крупных городских тематических сообществах. В общем, у нас в шоу предусмотрено 6 отборочных этапов, 5 полуфиналов и 1 суперфинал. Это у нас второй отборочный выпуск нашего шоу. Члены жюри просматривают присланные видео участников, комментируют их и выставляют свои баллы каждому участнику. Я вот сейчас немножко отступлюсь, наши дорогие участники, скажу так: если вы в прошлом выпуске или в этом выпуске не увидели свое творение, свое произведение, свое стихотворение, танец или песню, не стоит переживать. Возможно, они войдут в следующие выпуски. Вот такая небольшая оговорочка. Зрительское голосование запускается в сообществе ВКонтакте Татарстар в прямом эфире шоу, после того, как наши жюри выставят свои баллы всем 10 участникам нашего второго выпуска. Время выделено для голосования 30 минут, не больше, не меньше. 30 минут и 5 тем, чтобы вы вот прям точно запомнили. 30 минут. 30 minutes, no more. Я вам сообщу, когда запустим наше голосование, мы прям сделаем обратный отсчет: 10, 9, 8, 7 и так далее. Вот. И, в общем, еще отдельный сюрприз: во время вашего голосования, когда вы зайдете в ВКонтакте, в нашу группу, нажмете галочку на того, кто вам больше всего понравится, у нас здесь будет выступать звездный гость и разбавит наш вечер песнями. Это популярный певец татарской эстрады Рафис Калимуллин будет у нас в гостях. Вот так вот. Я предлагаю ему заранее вот поаплодировать. Да. В этот раз из каждого отборочного этапа проходит в полуфинал только 5 участников, набравшие суммарно наибольшее количество баллов от жюри и от вас, наши дорогие зрители. Кстати, участник первого и второго сезона, вот если вы поучаствовали в первом сезоне, во втором сезоне, и чуть-чуть вот вам не хватило, чтобы победить, welcome, милости просим, Рахим Итегес, присылайте свои заявочки, и вы можете поучаствовать и в третьем сезоне. Ну, наконец-то, все, обязательная информация. Булдакитте, все прочитал, можно представить наших дорогих жюри, которых я невероятно рад здесь приветствовать. Первый наш гость, первый член жюри, это популярный певец, лауреат конкурса Татар Маңы и премии Татар Жиры Азат Азлыев. Очень приятно, Хайрлики Шлярди, всем привет. Вот. Также у нас в гостях народная артистка Республики Татарстан, ведущая актриса Татарского государственного академического театра имени Галяскара Камала Фарида Сафина. И лауреат международных и всероссийских конкурсов, репетитор и солист народного ансамбля театра танца «Сайдаш» Евгений Никитин. Добрый вечер. Ну и, конечно же, я ведущий этого шоу, Нияз Хайруллин. Я, в отличие от наших гостей, не пою, не танцую, но все равно есть здесь. Так, что ж, вот ваше впечатление вообще, как вам здесь? Мы еще пока не начали. Ну, мне уже нравится атмосфера, энергетика, вот это все, да. И поэтому уже жду продолжения передачи. Скоро начнем. Новая среда, очень интересно. Артисту особенно участвовать в новых проектах таких всегда приветственно как-то. Нравится и сам проект, и само участие, еще когда хлопает. Мы будем всем обязательно хлопать. Евгений? Интересный проект, в предвкушении увидеть, что же нам покажет. Я искренне уверен в том, что будет интересно. Что ж, как я уже говорил, в этом сезоне 6 отборочных этапов, я повторяю, 5 полуфиналов и 1 финал. Все это расписание прямых эфиров смотрите в нашем сообществе ВК, в Одноклассниках, в общем, во все соцсети, где мы только есть. Можете посмотреть, не обязательно только ВКонтакте и в Одноклассниках это делать. В каждом отборочном этапе мы показываем 10 участников. И вот самое главное, заявку еще можно успеть подать аж до 7 августа. То есть у вас чуть меньше месяца, но это практически целый месяц. Может, отправляйте заявочки, и вполне возможно, что вы станете нашим участником. Что ж, мы начинаем наш второй из 6 отборочных этапов. Я думаю, перед этим стоит поаплодировать. Вот так вот. Если вы участник
и увидите себя в нашей трансляции, можете прям скидывать ссылочку друзьям и сказать, что тут полчаса будет голосование. Голосуйте за меня, голосуйте за других и близких. Если наши жюри будут так выставлять свои оценки согласно своему там профессиональному статусу, своим компетенциям как-то или еще что-то, то вы можете просто воспользоваться тем, что у вас много друзей, что вас любят и ценят ваши близкие, поэтому просите голосовать кого угодно, потому что у нас, напоминаю, оценочка складывается из ваших голосований и из голосований наших жюри. Что ж, я сейчас вот посмотрю в сторону наших администраторов, нашей команды. Мы готовы начинать уже? Все, мы готовы. Что же, первый участник, милости просим, первым всегда, наверное, быть чуточку тяжелее, но это онлайн. Если этот участник и волнуется, он волнуется где-то там вот далеко за экраном, и к тому же это у нас второй уже отборочный этап. А теперь мы, скажем так, вот я, знаете, как скажу. У нас хоть это онлайн, наши все участники любители, но небольшие артисты, поэтому, наверное, каждому участнику буду говорить так: мы приглашаем на нашу онлайн-сцену. И скажу так, мы приглашаем на нашу онлайн-сцену первую участницу, ей 6 лет, она из Набережных Челнов, Каролина Хабибрахманова. Композиция у нее называется «Ишек» Айдара Кунакбаева. Смотрим. Наша первая участница, говорю, первым всегда быть тяжело. Потому что вот я скажу от себя, я заранее наших администраторов спрашивал, можно ли мне лично всем участникам вот просто так вот брать и ставить пятерки. Ну просто, я не пою, не танцую, я умею только разговаривать, там же вряд ли кто-то выйдет ведущий и начнет рассказывать. Поэтому, и знаете, но в этот раз я воспользуюсь этой возможностью и поставлю эту участницу твердую пятерку. Вот так вот. Но я еще подумаю об этом, давайте что ж. Вот так вот, по очереди членам жюри, как? Тут, смотрите, тут была и хореография. Сказали, у меня и хореография есть, и вот картина вот, красивая, да, и эмоциональная, артистичная, костюмы, вот это все. И вот когда первый раз я выступал, мне мама сама шила вот костюм специально, она говорит, на сцене, чтобы быть артистом, все должно быть на 100%. Поэтому я вот энергично такая. Чуть перебью, это я так вот осмелился сказать сразу. Мы сначала говорим мнение, а потом оценочку. А, да? Да, поэтому можно еще пофантазировать, подумать. Еще можно сказать. Но девушка понравилась мне, девочка. Все, девочка. Идем, тогда узнаем. Фарида, Сизганич. Ну, по-татарски уж не будем говорить, да, по-русски. Значит, девочка очень такая эмоциональная. Она хочет подать и танец, и песню, и стихи, и как бы и двигаться хочет, но пространства там мало, и поэтому девочка выученная, как бы на сцене уже не первый год, видимо. Очень счастливые сейчас дети, что у них есть музыкальные школы по сравнению с нами, да? Есть очень много школы искусства, где очень разнообразно и по всем параметрам развивает детей. Это очень приветствуется. Вот хочу сказать конкретно про девочку. Может быть,
танец, стихи и песню не надо брать всю в одном, да? Может быть, по отдельности, потому что это же танец не посмотришь толком, ни песню не послушаешь толком, и стихи не послушаешь толком. Поэтому я считаю, что девочка должна была быть более мобильная, конкретная в одном направлении. Вот я так считаю. А вот, ну, если уж говорить о том, что девочка там постаралась, то она, конечно, молодец, активная девочка. Евгений? Я, наверное, больше присоединюсь к Азату словам, да, что да, действительно номер был подготовлен. Человек, который готовил, очень хорошо подошел к этому. Костюм, все сделано музыкально, и танцевальные движения забили в проигрыше. То есть как номер, да, все, не придраться. Отмечу еще очень классно то, что ребенок умеет улыбаться и подачу дать, потому что беда маленьких детей – это они милые, их приятно смотреть, а улыбки нету естественной. Здесь показалось все естественным, все классно. Ну, Но опять же, улыбка говорит о том, что уже артист у нас хоть юный, но уже все-таки артист. Получает удовольствие еще. А, вот так вот, получается удовольствие. То есть улыбка не наигранная, настоящая, Да, и прям да. нравится. Не заставляет от души. ее, она. От души. Так, что ж, ладно, давайте с вас, Евгений, оценочку от 1 до 5. Ну давайте, это первый номер, достаточно хороший. Угу. Да, как бы я просто специально просматривая предыдущие выпуски, понимаю, какие бывают еще номера. Я думаю, можно поставить 5 здесь. Пятерочка есть, все засчитано, мы даже поаплодируем. Первая пятерка в нашем сегодняшнем выпуске. Фрида? Ну, я уж хочу поставить 4, потому что меня немного смущает то, что 3 в одном. Это как бы и не это, и не то. Хорошо, все. Есть, хорошо. Ну, я 5 поставлю, потому что 5 вспомнил, как уже сказал, вспомнил себя. Первый раз конкурс, и это все волнительно, поэтому девчонка молодец. В дальнейшем успех. От меня 5. 5. Бишле, все, 5. Бишле, От меня тоже поехали. Одна Всё. я 4 И поставила. да, ничего страшного, у нас, понимаете, у нас всегда должен быть строгий член жюри, который, вот мы тут такие, все понравилось, а вы, вот тут, вот, знаете, вот так вот, все нормально. Очень хороший результат. 5, 4, 5, 5, великолепно, мы еще раз хлопаем. И не забываем двигаться дальше, наш второй участник. Сейчас я вот долистаю, у меня здесь много всего. Второй участник, где вот, ей уже 15 лет, у нас так сразу, 6 лет, 15 лет, она из города Казань. Она будет петь песню, композицию Эльмиры Калимуллиной «Эмет Йолдызлы». Зовут ее Миляуша Закирова. Смотрим. Это сейчас всегда такая, да, будет проблема со звуком? Ну, вот. Мы так не боимся. Кояшны оялыштыра, Койдандыр галам түрінен Йылдыз нуры ағып тұра. Bulutlar kide, Tumanlı yollar adaştıra. Ümit yıldızı yoktılığından Көңілім түрімді bakıştıra. Есть, что ж, мы вот так вот обязательно всем аплодируем. Это была вторая участница нашего второго выпуска. Я думаю, начнем, значит, так вот, мы начинали по этому порядку, теперь начнут сразу с обратной стороны. Евгений, прошу. Здесь Давай. уже, скажем так, хореографии уже не было, был только вокал. Да, вокальный. и был полчеловека, поэтому оцениваем, давайте так. Смотрите, если мы оцениваем как артиста, хорошая девочка, симпатичная, сценичная, то есть уже, да, как бы на сцене ее можно представить и посмотреть красиво. С моей точки зрения, как бы я знаю эту песню, тоже с ней сталкивался, спела она достаточно хорошо и приятно. Вот мое мнение. Мнение великолепно. Фарида? Ну, тут девочка очень уже полу-полу, как бы
сказать, 50 на 50 уже где-то очень хорошо занимается. Видно, что у нее поставленный вокал, и мелодию она держит, и эмоционально подает материал, как бы душу подключает, и глаза как бы закрывает, да, как бы настоящая певица. Подражает кому-то, может быть. Но здесь чуть-чуть вот это вот пространство, где в комнате, да, оно как-то не дает вот увидеть девочку в полной программе, да. И я считаю, что девочка как-то зажата чуть-чуть, и ей надо раскрепоститься и еще больше, как бы, пусть и грустные песни, но все равно как бы подавать материал как бы для зрителя, как бы, да, вот подаешь зрителю, вот услышьте меня, я вот такую песню пою. Ну, я считаю, что девочка неплохая, для перспективы у нее есть все возможности. Я рад, хорошо. Асад, вот вопрос, а если с первой участницей как-то срезонировала с собой в детстве, вот это, Миляуша, срезонировала с вами в детстве? Ну, вот как присоединяюсь к коллегам, да, это уже со стороны профессионализма. Она, понятно, что нота попадает, все четко, конкретно поет, внешность, как Женя сказал, внешность красивая, сценическая, эмоциональная, в душе она, как сказать, в песне она, да, поет очень красиво, талантливая. Я видел ее даже несколько разных конкурсов, ее видел, очень талантливо, поэтому пусть будет дальше двигаться, всегда, чтобы наверх, и чтобы у нее все получилось. Я очень рад, мне очень понравилась ее песня, вот, как она исполнила, без обработки, без микрофонов. Вот эта передача, вот первый и второй номер мне вот нравится уже как без микрофона, живой звук. Вот давайте Азата каждый выпуск просто приглашать, да. И участники, думаю, будут это рады. уж все равно другое. Молодцы. Скажу от себя, мне чуть-чуть, вот сейчас Миляуша, только без обид, ничего личного, мне не хватило. Это сейчас я вот буду как зануд, как вот немножко зануд же должен быть здесь серьезным. Такие все хорошо, все было хорошо. Просто претензий нет, все снято на камеру, поешь ты классно. Но это же на конкурс надо было отправить. Это же надо было снять красивое видео. Это надо было подобрать фон. Вот первая участница, вот прям что называется, буду говорить простыми словами. Вот можно говорить простыми словами? Можно. Она прям заморочилась. Ну, там, наверное, 6 лет, там, наверное, больше это родители сделали. Вот мне хотелось, скажем так, от видео, которое отправляют на конкурс, чтобы это было не просто «я умею петь, я занимаюсь петь», взяла телефон, сняла и отправила, авось пройдет, авось не пройдет. Хотелось бы, чтобы человек все-таки немножко с большим, ну, если не пиететом, то какой уж пиетет к нам, мы здесь все сугубо ради развлечения, хотелось бы, чтобы немножко выглядело так вот конкурсно, что называется. Поэтому, наверное, я сейчас скажу мнение, поставлю оценочку и дальше мы пойдем по оценкам. От меня, вот песня все хорошо, а что касается видео, ну, ладно, 4. Все, 4. Я не знаю, что вы должны сделать, чтобы я поставил кому-нибудь 3. Все. Азат, оценка. Ну что тут начнем уже. Вот тут Женя уже, он тут как главный. Ты хочешь посмотреть, что они поставят, потом... Нет, я-то знаю свое мнение. Почему-то Миляуша. Я поставлю 4. Знаете почему? Вот, чтобы человек рос, у нас, когда жюри были, нам всегда сказали, мы тебе поставим вот такую оценку, чтобы ты еще больше, если у тебя возможно, чтобы ты еще больше выросла или вырос, да? Поэтому 4 просто до 5 еще всю жизнь, чтобы и потом 5. Сейчас Миляуша такая смотрит и говорит, и так нормально было, мне не надо расти. Такая, раз. Хорошо, Фарида. Ну, я тоже присоединяюсь к Азату. 4 с плюсом я поставлю. Потому что девочка уже, ну, как бы она уже идет по карьерному росту, по своему уровню художественной самодеятельности. Молодец, девочка, пусть растет. 4 с плюсом. Сейчас такой вопрос от девочки Миляуши из Казани. А 4 с плюсом в какую сторону округляется? Миляуша, до 4 округляется. Евгений. Только из-за того, что номер не выстроен полноценно, 4. 4, что ж, можно похлопать. Да, вот 4 четверки. Можешь добавить? Да, конечно. Просто я хочу, чтобы она стремилась еще больше. Вот стремилась из-за этого. Меня 4. Миляуша, все в твоих руках, все еще все стремилось дальше. И опять же, в зрительском голосовании, когда тоже очень много всего решать. Ну что ж, 4, вполне отлично. Это была Миляуша Закирова из Казани, 15 лет. Ну что ж, а сейчас у нас участница из республики Башкортостан, село Бураево. Она нам представит стихотворение собственного сочинения «Тухайга Матхие». Вот так вот. А зовут ее Масуфа Аюпова, 57 лет. Смотрим.
Так, приглашаем на сцену. Вот Да, так. да. Интересно. Әйтергә дә оят. Тик шулай да, юк, белмибез телнең кадерен. Милләтпәрвәр ничә буын китте, үлән басты күптән каберен. Сәйеф сарайлар, кулгалиләр, дәрдемәндләр һәм дә насырый. Сез аларны беләсезме дисәм, әйтерсездер, баштан тук сорый. Ялкынланып, тел турында бүген, фәлсәфәне ару саталар. Саталар да мунча мишләренә өеп китап аталар. Ялгышудан бер кем хали түгел, иң ачысы телең югалу. Кыйбланың юнәлешен бутап, адашырга табан юл алу. Әзме әле төнге клубларда яңа татар сибә акчасын, тиенен дә сарыф итәлми ул, байытырга татар бакчасын. Газиз телем, упкын төбендәсең, татарчаны күпләр өнәми. Тик кешенең табигаты сәер, хаталардан мәңге төнәми. Тел белгече фәлән-фәләновлар сөйли торгач безгә нутыгын, татарчага өйрәтә алмый калган. Тик нигәдер үзенең оныгын, урысчасын белсә җиткән диеп, даулашалар ата-анасы. Тик белмиләр буын җебен өзеп, улы милләт телсез каласын. Йөрәгемнең әрнегәнен аңлап, Тукай керде төшкә таңнарда. Так, тут, наверное, есть единственная проблема, что, возможно, многие зрители не поняли, о чем стихотворение, но, в принципе, все, думаю, плюс-минус ясно, поэтому... Азат, как оно? Я очень рад сперва, вот, когда стихи читают, сейчас уже большинство, когда-то вот это все... Сейчас в конце вот на эстраде вот последние годы много новые артисты начали выходить со стихами, на концертах начали стихи читать. Это, с одной стороны, очень хорошо, потому что, как сказать, все вспомнили про язык, про стихотворение, вот эту культуру, сказать. Очень рад, но вот, сперва, как сказать, я не профессионал с этой стороны. Я как вот любитель смотрю и слушаю, как-то это про язык можно было как-то вот, как сказать, внутри стихотворения про язык, не забывайте про язык, как-то эмоционально еще можно было. Просто не в одном там, как сказать, ладу, можно сказать, как песню вот на-на-най, 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 как-то, и обязательно уж надо было выучить. Это уж все, наверное, увидели. Поэтому, ну, молодцы, что участвуют сперва. Молодцы, что участвуют, как будто пахнет прям не четверкой, пятеркой. Ну ладно, давайте тогда. Фреда, тут, наверное, ближе к вам, такое больше словесное искусство. Какие ваши впечатления? Ну, я сразу скажу, что женщина молодец, что пишет стихи, творческое поэтическое дарование приветствуется. Это высшее искусство, поэзия, кроме балета, начинается поэзия, это Божий дар. Но скажу, ну пусть она пишет, но вот рассказывать ей не стоит. Почему? Да. Я объясню. Во-первых, очень ноты плачевные, там поющие ноты, которые не должны звучать в стихотворении, должна быть очень характерная органика по стиху. Во-первых, фальшивость идет, да? Нельзя рассказывать стихи вот так. Именно вот так, как она рассказывает, это ни в коем случае нельзя рассказывать, потому что это, во-первых, наращенное, как бы, да, страдание, наращенное страдание, это ни в коем случае не принимается с профессиональной точки зрения. Я ставлю, пока не ставлю.
Вот Ну, так, вот но так. еще скажу, что просто надо читать стихи, просто. И логически еще надо выстраивать предложение, где главное предложение, например. Там словосочетание подсказывает «яңа татар», допустим, да, а «яңа татар әллә нәрсә». Вот она говорит отдельно каждое слово рубит, как бы, да, и точку ставит, а нельзя точку ставить. Надо «яңа татар килә». Вот так как-то потом опускаться еще заново, запятую ставить. Она везде точки ставит. Это нельзя делать, это не профессиональное чтение. Я думаю, что надо заниматься с кем-то, с профессионалом, с артистом, чтобы логическое предложение выстраивалось правильно, для того, чтобы... Вот, например, я такие стихи люблю, но слушать такое исполнение не могу. Вот так. Давайте пока вот, поскольку мы еще в дооценках, Евгений, чуть-чуть подождать. Поскольку у нас Масуфа из села Бураево, вряд ли там, наверное, есть кем-нибудь позаниматься. Скажу так, где можно посмотреть? Можете подсказать человеку? Нет, очень просто. В интернетах, даже если не татарские актеры, можно, например, Ильдуса Ахмеджанова послушать, Халим Джалялова можно послушать. Вообще артисты театра и молодые артисты очень сейчас прекрасно читают стихи. А потом можно посмотреть артистов русских драматических театров. Они просто рассказывают стихи, и все видно в глазах. Тем более текст ей мешает, она не выучила текст, и это очень мешает донести идею стихотворения, да, вот эту кантилену. И потом, когда она обрубает предложение, когда уже надо его как бы поднять сверху, да, вот так вот, галочкой, да, она обрубает каждое слово. Это нельзя. Не профессиональное чтение, конечно, но молодец женщина, что пишет стихи. Вот это я приветствую. Все, мы запомнили Масуфа. Это исключительно потому, что не только мы хотим сказать, это было не так, вот такая вот маленькая оценка. Мы хотим, чтобы вы, раз вы присылаете ваши отрывки, ваше творчество на конкурс, чтобы этот конкурс помогал вам в любом случае становиться лучше. Так, Жень, можно уже, Жень, так, танцев не было, понимаем, что тяжело, но... Я смотрел до последнего, может, на фоне кто-то протанцует, но ничего не увидел, да. Мне понравилось то, что действительно она не выучила стихотворение и читала это с книги. Если это ее сочинение, да, это ее творение, ну, наверное, все-таки надо его от души было и преподнести. А вот эта скованность книжки, да, действительно, то есть она не может жестами какими-то пользоваться, передавая свои эмоции. Вот. И здесь все профессионально сказано, я даже не могу придраться, мне добавить нечего. Ты же раз добавить нечего. Оценочку тогда? 3. 3. Троечка, ладно. Фарида? Я 2 ставлю, извините, но я 2 поставлю. Но заслуженно мы все выслушали от профессионала. Азат? 3. Троечку. Я же не могу быть таким бессердечным. Как обещал, у меня, знаете, как, если я не могу до чего-то докопаться, я ставлю чуть пониже. Соответственно, я поставлю вот эту оценку, потому что если вы записываете видео, поскольку я же не могу судить вашу речь или как вы поете, поскольку вы не можете записать видео, чтобы было четко слышно, как вы читаете стихотворение, делайте это в помещении, вот так вот как минимум. И техническая часть также, выучить было бы хорошо. Поэтому 4 с минусом, но округляем до 4. Все, поаплодируем. Есть первое стихотворение, тем более собственное сочинение. Что же, теперь у нас участник, 41 год. Город Бирск, если мне не изменяет моя голова и география, которая там заложена, это тоже Башкортостан. Композиция «Бербер Кетем» Фидания Сулейманова. Смотрим.
Обворожительный взгляд, я могу вот так вот сказать. Азат? Ой. Ой, до сих пор как гипноз. Нет, просто, что сказать, сперва есть рискованность, да, исполнения, как-то из-за, я не знаю, из-за... Но нету скованности во взгляде. Да, из-за экрана, что ли, я не знаю, наверное, все равно волнительно, когда писать вот это все, и когда исполнение тоже. Сперва музыка вот качественно насчет с этой стороны немножко не слышно, вот, четко, ясно, и вот, как всегда уж экран, съемка полностью, не видишь человека полностью, не видишь, Крупнее бы брали, крупнее бы, да, вот, крупнее. чтобы, как мы же смотрим артиста, а не просто там Голову, какой-то там поющую, голову говорящую поющего человека. голову, да. Обязательно артист должен быть. На сцену мы выходим, полностью показываем свой рост, вот это все, да. Вот минус вот этот есть. И во-вторых, хочет петь человек вот, полностью, да, профессионально, там, дотянуть, там, мелизматику там включить, вот это все, но как-то душу надо немножко, не хватает души. Песню не вкладывают в свою душу. Может, из-за волнения, как-то вот у нас когда стихи читают, надо как-то вот эмоции, надо где-то какие-то интонации ставить. И в песнях тоже, чтобы какие-то слова дошли до сюда, когда, чтобы у человека мурашка, то надо где-то интонацию правильно сделать в каких-то словах. А песня такая, как сказать, мы мағыналы деп айтасың келейін. Вот так, со смыслом. Да, со смыслом, да. Фарида. Ну, я ведь еще не только драматическая актриса, я еще вокальное отделение заканчивала. Ну, Фидания, Поэтому держите. Я говорю, что я разбираюсь немножечко там, немножечко тут, везде, короче, как профессиональная певица, как профессиональная актриса. И хочу сказать, что у нее дыхание неверное, очень какое-то такое грудное дыхание, не диафрагмальное. Она увеличила лицо свое как бы близко, и вот от этого чуть-чуть отторгаешься. Не хочется смотреть так близко лицо, я бы ее посмотрела лучше чуть-чуть подальше. Почему? Потому что девочка крупная, лицо крупное, глаза большие, красивые, еще смотрит на потолок, еще смотрит по сторонам. И вот драматическая актриса в театре может все, да, и позволить себе и смотреть, и там, и тут. Но певица, будущая певица или сейчас она исполнительница, нельзя работать с лицом, чтобы глаза не так бегали, чтобы рот не так туда-сюда как бы поворачивался, двигался, чтобы осторожно открывать надо рот, и потом дыхание надо собирать обязательно, и как-то надо чуть-чуть выбрать материал для себя выигрышный. Я бы ей посоветовала выигрышный материал более веселый, потому что у нее улыбка очень голливудская, ей можно было веселый такой текст выбрать, песню, чтобы показаться еще лучше. Вот я так думаю, что еще потом, когда действительно, вот Азат говорил, паузы, люфт-паузы она берет везде, везде, как бы. Этого тоже нельзя Все, делать. поняли. Евгений? Ну, я вот со стороны любительского подойду, да, сценического варианта, работая с вокалистами, как бы взгляд был, который держал до последнего. Определенно. Определенно был. Это уже классно для артиста, потому что у многих этого взгляда просто не хватает. Они начинают красиво петь и уходят где-то сами, то есть находятся в прострации какой-то. То есть она держала контакт со зрителем, скажем так, симпатичная, сценичная. То есть, в принципе, могу сказать так, что она на сцене может присмотреться лучше многих певцов нынешних, кто есть, с сильными вокальными данными, потому что они не сценичные. Они выходят, стоят красиво и поют. Да, слушать можно, но мы смотрим, нам нужна картинка. А с ней, наверное, что-то можно сделать. Хорошо. Еще добавлю, у нее вот это вот, как называем, тембр голоса еще дрожит. И он не такой прям звонкий и не четкий. Надо работать над вокалом.
определенно с педагогом, профессионалом надо работать. Хорошо, тогда, Фарида, с вас начнем. Оценочка? Я ставлю 3. 3. Да. Евгений? Я присоединюсь. Тоже троечка. Азат? Ну, как сказать, это непрофессионально, да, вот эстрада или там артисты, да? Это, как сказать, большинство в деревнях, районах, поэтому молодцы, что сперва участвуют, на это идут, это уже очень хорошо, и может где-то есть и немножко возраст, может когда-то у них не было шансов вот там учиться где-то поступать или по жизненным ситуациям, но я ставлю из-за этого вот со скидкой 4. От себя не буду долго рассказывать. В принципе, согласен со всем. И, наверное, самым главным согласен, если вы будете еще участвовать и в нашем конкурсе, и в следующих конкурсах, вообще, в принципе, песенку бы вот повеселее чуть-чуть, какой-нибудь кубалягом, и мне кажется, с вашим тембром голоса, с вашей интонацией было бы вообще шикарно. От меня 4. Итого 3, 3, 4, 4. Аплодисменты у нас вот туда вот пирс далеко. Ну что ж, дождались, Евгений. 5-й участник. Специально 5-й участник. Все, наконец-то, Булда, это будет танец. Танец под композицию «Эйде Сайра Сандугаш» Фирдауса Тямаева, а зовут исполнительницу танца Алина Ахтариева. Она из города Тюмени, ей 16 лет. Смотрим! Дорогие зрители, видели бы вы, как Евгений сейчас здесь приплясывал, просто успел, присел, отдышался. Что ж, с него и начнем. Как танец, наконец-то? Лучше начать с нас, Давайте а потом с вас, он... я вот так боюсь. Я надолго здесь могу. Потому что мы же не как он профессионально смотрим, мы свое мнение говорим Всё. народное, а он заключение сделал. Все, за такое прям официальное заключение. Мы поняли, говори. тут за песенками, там за стихами, там за танцами. Ну, не я, сможешь идти. Ладно, мне, смотрите, очень просто. Сцена была, артист был, артист был в костюме, песня задорная, артист улыбался. Никаких вот, значит, сверхпретензий. Да, не было там чего-то сверхъестественного, это был татарский национальный танец. Душа была, булда, все булда. И вот все, что могу сказать. Азат. Так, что я люблю танцор? Сперва. Прямо я смотрю, когда на сцену выходит танцор, я смотрю на улыбку. Вот сразу для меня, я не знаю, почему-то, вот, это как не только профессиональные танцы. Вот, может человек так танцевать, вот, да, Жень, я так думаю, может человек до такой степени профессионально танцевать, но если вот улыбка не хватает, которой мне вот энергетика передает, которой я, смотря вот на эту улыбку, хочу зажечь, или там какие-то вот эмоции, там вот, что-то за душу брать должен. Харизма нужна. Харизма, да, харизма вот включенный, да. Почему-то мне она хорошо танцует, но я не танцор, как я пишу, но по сути я очень люблю танцевать. Очень люблю танцевать. Все, костюм, как вы сказали, все есть, костюм, цена, все есть, хорошая песня, зажигательная, все. Больше улыбки, больше эмоций, больше вот жизненной радости вот это не хватает для меня. Хорошо, тетка, есть Фарида. Ну, во-первых, я очень рада, что такое вот начало живущих далеко от Татарстана, они как бы
себе находят вот эти ноты татарские, народные, свою мелодию, свой танец, они там, кто-то им ставит. Это очень хорошо. Я прям душой прям за них, чтобы они не забывали ни языка, ни татарских мелодий, ни танцевальных номеров, да? Это все приветствуется. Но тот человек, который ставил этот танец, наверное, тоже не профессионал, мне кажется. Потому что профессионал, он смотрит все-таки в общем. И там, и тут. Гибкости не хватает в теле, это раз. Потом улыбки не хватает, это два. Потом чертика не хватает внутри, это три. Потом, значит, о чем танцует девочка, она не понимает. Она просто делает упражнения по народному сценическому экзерсису, допустим, да. И когда человек, конечно, вдалеке от центральной, как бы, части Татарстана, они должны, может быть, вот эти руководители приезжать на мастер-классы или как-то кто-то туда должен выезжать. Но я считаю, что для конкурса надо готовить более серьезнее. И потом мы видим только ведь отрывок, да, и этот отрывок, он нам еще не раскрыл девочку полностью, потому что здесь много прыжков, как бы, а танцор татарских, он должен просто плавать, как бы, да, и вот эти прыжки, которые вот со всем телом, они как бы отвлекают на совсем ненужные вещи. Но девочка старается, пусть она занимается дальше, особенно когда вдалеке от родины, как бы нашей, да, Ватан, и эти вот народные, как бы, сценические выступления, это очень нужный факт. Пусть девочка развивается, я приветствую, но профессиональный подход нужен делать руководитель. Все, запомнили. Можно еще добавить, да? Прошу. Вот хочу девочке сказать, кайфуй просто. Просто на сцене надо кайфовать от души. Если ты сам будешь кайфовать, то народ по-любому будет кайфовать от твоей энергетики, вот и все. После слов в кайфу и выходи танцует татарский танец. Евгений! Да, сейчас я, наверное, много чего расскажу, и девочка расстроится. Но на самом деле претензии не к девочке, а к человеку, который ее подготовил. То есть в любом случае ее готовили, ей поставили, ей сделали. Давайте сначала с костюма. Все, есть костюм, есть верх, а где низ? Где штанишки? Где сапожки или туфельки? Почему в балетках-то? То есть и вот эти балетки открыто показывают, какие у нее ноги, где что стопы совершенно не подготовлены. То есть здесь, если рассматривать как народный сценический танец, в принципе ничего не было. Это была подтанцовка на музыку Фердуса Тимаева, где поется на татарском языке, но совершенно не татарские мотивы. Это больше была русская какая-то композиция, переделанная, отатаренная. Что мы увидели? Девочка использует татарские движения, но все движения почти используются неправильно. Существуют давно уже написанные книги, методики, где конкретное движение расписано и как его делать написано. Почему хореограф не может посмотреть, изучить? В Ютубе много видео профессиональных коллективов, госансамбли, ансамбль «Казань» танцует. Эти же движения танцуют. Ну, посмотрите, как делать. Девочка скована, все зажато, правильно сказали. Она прыгает. Она не должна прыгать. Движения должны выполняться грамотно. В данном случае они были безграмотны, но потому что ее так научили, ей так показали. Да, они находятся далеко. Но даже в нашей полосе, даже в Татарстане, точно так же танцуют люди татарский танец, думая, что они правильно танцуют. А потом очень сложно объяснить детям, когда они приходят, что вы неправильно танцуете. То есть и выходит конфликт внутренний. Азат сказал, ему понравилась девочка, да? Как танцевала. Возьмешь к себе? Нет, не об этом, как сказать, танцевать. Да, но! Я уже сказал, как улыбки не хватает и как кайфа не хватает. Ну понятно, потому Очень, что... Вот можно профессионально танцевать, Согласен, можно эмоционально танцевать. Это все равно профессионализм, это добавляет эмоции, включается, Всё это тогда правильно, совсем всё другое. правильно. Поэтому То есть это... В данном случае очень низкий уровень был.
да, особенно если мы рассматриваем его как татарский танец. Очень низкое качество. То есть, ну, нужно учиться, нужно хореографу, который это ставил, посмотреть, обратиться за помощью, возможно. Все можно найти уже, все. Вот за прошлый год пандемии все в Ютубе появилось, как правильно танцевать. Все разложили. Вот такая история. Вот я посмотрел танец, красивый, классный был танец, послушал жюри и думаю, ну да, спагов нет, улыбки нет, вообще что это такое происходит? Ну что ж, давайте свою дилетантскую оценочку я поставлю, а теперь начнем с профессионала. Оценка. Оценочка, наверное, 2. Вот так. Потому что надо правильно учиться. Хорошо, есть. Я, конечно, не хочу обижать девочку, но я 1 поставлю. Это только начало ее. Пусть она развивается вот 1, 2, 3, 4 до 5 этапа. Как хорошо, что у нас в Тюмени разные часовые пояса, да? Я вообще не хочу обижать девочку. Поэтому от меня 3+. Но меня радует, вот как уже сказали коллеги, меня радует, что там несколько тысяч километров И вот тоже, да, добавлю танцуют сейчас. наши, вот, все равно хотят оставить наши какие-то вот, татарские наследия, вот это все танцы, вот это все песни. Мне вот за это вот, я благодарен всем, кто там. За это плюсик в троечке. Очень здорово, что все-таки, да, в наше время современное еще татарские танцы танцуются и пытаются танцевать. И это очень классно, потому что только современка преобладает теперь везде. Ну что ж, вот это вот звучит, как, что называется, простите, звучит как тост, и я за него поставлю 4, за то, что много тысяч километров от Казани, татарский танец, мне по дилетантскому было весело, мне было интересно, поэтому от меня 4, и подытоживаем 2, 1, вполне оправданно, все за все слова объяснено, 3 с плюсом, и от меня 4. Аплодисменты! Это у нас эти баллы отправляются в Тюмень. Что же, у нас следующий участник, ему 19 лет, он из Набережных Челнов, с песней «Яшлик язым» Ильната Фаргуллина, а зовут участника Салават Сакаев. Внимание, судя по настроению, человек очень хочет отправиться куда-нибудь на южный курорт, петь там вот эти вот веселые песенки, поэтому Азат, как? Жалко, микрофон нету. У него вообще у него даже ручки не было. Нет, я вспомнил, когда мы в деревне нас репетицию, когда были. Вот держи микрофон. Да, ты должен, вот на сцену выходишь, а микрофон нету. И говорят вот на репетиции, вот ты должен вот так держи руку, или там даже давали расчески, или там что-то держать, да, или там... Огурцы можно. Тукмак у нас, как называется уж на русском. Скалка. Скалка, да. Держишь и поешь. Здесь, наверное, у него тоже... Я представил, если бы Салават пел бы со скалкой, вот так вот, было бы... Мне кажется, это видео было бы обречено на успех просто. Сперва, вот, это как привычка, что ли, или там его кто-то учил, чтобы он держал вот так, и чтобы вы видели, но по сути микрофон нет. Можно было отпускать вот эти руки, да. Во-вторых, как предыдущий уже было такое, домашняя атмосфера, хотя бы надо было какую-то картинку и какой-то, ну, чтобы он показал свою энергетику,
понятно было, что ему места не хватает. Места не хватает. И, как сказать, песня заводная, но на лице какой-то вот согошный момент, вот как прямо он где-то можно было еще эмоционально что-то сделать. Поэтому меня, как эстрадно смотреть с татарской эстрадой, у меня такое что-то не хватает энергетики, места не хватает. И микрофон не хватает. И микрофон не хватает. Мне кажется, Салават догадывается, что ему не хватает микрофона. Фарида. Ну, парень мне понравился. Вот. Такой яркий, наверное. Да, очень хороший парень. Во-первых, перспектива у него хорошая. В будущем он будет звездой, действительно, если будет заниматься эстрадным пением и вокалом. Он еще стесняется. Даже в этой комнате он мог гибче как бы себя подавать, телом двигать и как-то еще заигрывать можно было бы в этой песне со зрителем, ну, с жюри, например, да. И там парень харизматичный, своеобразный, индивидуальный, внешность тоже очень интересная. Вот как начинал наш, как Эльвин Грей. Эльвин Грей, как начинал? Он тоже так же, как мальчишка, начинал. Вот я подумала, вот если серьезно полюбить вот эту профессию, да, исполнительство, вокал, и то, что ты делаешь, он уже любит. И ему просто нужен сейчас какой-то вот человек, который ему будет правильно направлять его индивидуальные способности, как бы от рождения у него есть сценическое самочувствие. Он чувствует сцену, это раз. И потом у него очень интересное то, что он голосовой может двигать хоть на какую ноту, да, и он варьирует его, и восточный стиль у него в голосе прослушивается. Я считаю, что парень очень талантлив. Просто здесь он еще не раскрыл себя как исполнитель, он стесняется. Но вот я бы сказала, не стесняйся, двигайся больше и займись танцами, где-то эстрадными танцами, когда подтанцовка уже у тебя когда-нибудь, когда будет, ты впереди будешь танцевать, а сзади у тебя подтанцовка будет уже как бы чуть-чуть хуже тебя танцевать, а ты должен танцевать наилучшим способом, потому что у тебя все данные для профессии есть. Вот так вот, Салават, понял, какие тебя ожидают перспективы, если будешь заниматься концертами все. Мы нашли тебе концертного директора, между прочим, на минуточку. Правильно. Еще хочу добавить, вот рискованность, вот этот зажатость есть. Это, наверное, вот, каждый говорит же, вот на концерт не выходишь, там вот песню научил, концерт-программу, вот сегодня увидел программу и не выходишь. Это каждый практика, репетиция. В дальнейшем откроется, я думаю. Это все просто труд. Евгений, мы не забыли про тебя. Классные ритмы, классная песня, поднимается настроение, хочется подвигаться немножечко, растанцеваться. Видно, что мальчик поет давно, поэтому привычка осталась, мальчик вырос, поет хорошо, харизматичный, веселый, солнечный, настроение передает песни и свое настроение, то есть заряжает энергией, позитивом. Это классно. Как артист интересный. Оценка? 4. Есть 4. Уже мы тут боялись после двоечки-то в прошлом этом. Фарида, Я 5 ставлю мальчику. Салават, вот понял, вот 5 тебе. Азат? 4. 4. Вот я лично хотел поставить 5, но раз уже одна 5 есть, будем объективны. Мне чуть-чуть не хватило, чтобы если ты поешь такую веселую, озорную песню, а ты немножко зажал себя в стенах этой квартиры, если бы это было, допустим, где-нибудь на природе он спел бы эту песню, я бы вот точно сказал бы 5. А так 4 с плюсом, но все-таки 4. Итого 4, 5, 4, 4. Эти оценочки отправляются в Набережные Челны. Салавату Сакаеву аплодисменты. 7-й участник нашего второго отборочного выпуска «Татарстар. Наследие». Участницу зовут Алия Алиева. Она из города Казани, ей 21 год. Есть стихотворение Габдуллы Тукая «Дахига». Дахига. Шлайма. Смотрим.
Күз карашыңда синең дөнья күренде мәңге төн. Киттең эзләп син аны яктыртмага, идеал утын. Гайрәт иттең, армый талмый йөрдең уж бу юлда син. Шын сыбатла алга бардың, бакмый уңга сулга син. Мин әле хайран һаманда, белмәдем ни булганын. Нәрсәгә артка карыйсың, утка калгач бер адым. Ялтырау күрдең мартта, ут түгел ул, алтын ул. Юк мөкаддәс нурданда, юк җылылык, салкын ул. Изге юлны һәр вакыт алдап шулай кыскарта ул. Син сатылмассыңмы дип, фикерең үзенә тарта ул. Артка бакма, дахием, идеал һаманда алда ул. Алга барганнарга тик табыла. Табылса, Алла ул. Кол шабабы, аплодисменты. Что ж, думаю, начнем. Ну, давай, Евгений, не против? Вот так вот по очереди будем. Без проблем. Мне понравилась дикция, артикуляция, паузы, да, с точки зрения вот поэзии, как правильно читать. То есть когда-то давно я занимался в театре, все это дело приходил, даже пытался сдавать экзамены в театральные. Что пошло не так? Сейчас медленно переходит в интервью Евгения. Чуть-чуть разошлись с режиссером мнениями, Ну, которые набирал. Ну и, себя. собственно, я ушел танцевать. Ну, и, мне кажется, не ошибочно абсолютно. То есть верно. мне стихотворение, как она прочитала, понравилось. Эксперт по поэзии и не только. Фарида. Ну, я скажу так, потому что очень большой опыт, 36 лет работы в театре, и, как говорится, много всяких экспериментов по стихам, участвовали мы, работали с педагогами и так далее. Вот сразу вспоминается театральное училище, когда нас учила Асия Хасановна Хайруллина. Вот в этот раз, и вот как сказал жюри, рядом который, и дикция хорошая, и голос хороший, тембр хороший, но вот логики стихотворений я не услышала, потому что опять обрубание, опять люфт-паузы вроде бы ставит, но, вы знаете, вот одно предложение заканчивается, может быть, второй строчкой, да? Она ее заканчивает уже в первой строчке, даже где нет запятой. Вот она ее понижает. Надо, например, повышать ее и оставить как бы воздух. Сейчас еще что-то скажу, подождите, я думаю. Вот этого не было. Вот знаете, как стихи читаются, например, «Мә казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр». Вот так вот, да, например, с пафосом чуть-чуть я сейчас прочитала, специально для девушки, чтобы она поняла. Например, «кырлай диләр». Я же не поставила точку «кырлай диләр», да? Вот если так. Я «кырлай диләр». Вот дальше идет уже продолжение, как бы, да? Как бы невидимая запятая помогает стиху развиваться в правильном тоне. И потом, смотрите, когда стихи читают, обязательно нужно смысл понять стихотворения, о чем читаешь. Вот я не поняла смысл. Ну, я знаю это стихотворение, я не поняла смысл, как она подавала. Поэтому девушке надо, например, ну, попроще материал читать как бы для себя сначала, а потом ее вытаскивать на зрителя, тем более на улице, там и ветер гуляет, и за тобой стоит великий Тукай. Вы знаете, вот в таких моментах просто посоветовать надо для себя сначала, понять, например, ты пойми сначала, о чем ты читаешь, а потом они, вот эти люфт-паузы, вот эти верхние, вот эти стрелочки, да, которые, они сами придут. Вот я вам советую прочитать, вот девушке я советую прочитать книжку Асии Хайруллиной, вот когда она нас учила еще давно уже, там такие вот упражнения есть, даже можно же показать здесь какое упражнение, да? Например, там гласные, они как бы в порядке возрастания шли, как упражнения нам на уроке она вот когда давала. Вот, например, такие И, А, Э, У,
О, допустим, да? И, У, Э. Вот нас даже вот так учили, понимаете? Это вот И, допустим, отвечаем. Сидим рядом мальчики, девочки, и вот отвечаем друг другу вот этими, как бы... Звуками. Да, голосами, да? Вот я считаю, что девочка в перспективе очень хорошая. Надо ей заниматься с педагогом, опять-таки, с профессиональным, потому что это очень видно. Хорошо, мы поняли. Азат. Но у меня опыта такого большого нет. С своего взгляда, сперва подход серьезный девушки, потому что фон она выбрала прямо памятник Аблутука, потом плюс фоновая музыка песни Ликаен. Такой фон поставила. И сперва одежда, колпак, вот это все подходит. Со стороны, как она считает, стихотворение, профессионализм, да, как я уже в этой сфере не очень такой, не профессионал, можно сказать, да, большинство вокальные, но Милашада, да, есть серьезный подход, но она может еще больше, она может еще сильнее выделиться. В дальнейшем это также практика. Век живи, век учись. Ну что ж, скажу от себя, у меня тоже, опять же, вот скажем так, мое дилетантское, но тем не менее, во-первых, мне очень понравилось, потому что, да, тут, разумеется, были претензии к прочтению, но кто я, чтобы говорить какие-то претензии к прочтению, и тут, разумеется, компетенции отличаются, имеется в виду даже тут, наверное, в сравнении с предыдущим стихотворением, потому что стихотворений не так много, стихотворений было прочитано хорошо, может быть, недостаточно хорошо, тут я не смею спорить, скажем так, была подобрана фактура, что называется, человек выехал на пленэр, доехал до памятника поэту, тоже есть, костюм национальный был, только единственное, что, глядя на девушку в теплом пальто при нашей нескончаемой жаре, видео было записано довольно-таки давно. Вот знала бы, интересно, что будет так жарко. Ну что ж, лично от себя скажу, я поставлю 5. Вот так вот. Мне лично прям вот все понравилось. Азат. 5. Я 4 ставлю с радостью. И предлагаю, чтобы она познакомилась Рауф Салиховым в театральном училище, чтобы получить мастер-классы. Вот я советую. Вот так вот, потому что мы не только критикуем, мы еще и советуем, как быть дальше. Да. Евгений? Я 4 поставлю. 4. Итого 5, 5, 4, 4. Вот эти все оценочки у нас Алие Алиевой из Казани за стихотворение Дохья Габдуллы Тукая. Ну что ж, мы двигаемся дальше. 8-й участник авторской композиции НКГ из города Можга, если это, по-моему, Удмуртия, если я правильно все помню. 43 года участницы, зовут ее Зиля Сафина. Прошу на нашу онлайн-сцену Зилю Сафину. Аплодисменты. Тут, наверное, я начну с эстрадного исполнителя. Азат. Так, сразу начать вот это все формировать еще. Думаешь, на татарском перевести на русский еще, потому что как у нас в деревне учили русский язык на татарском, поэтому смотрите, ну да, на сцене уже с микрофоном, у нас уже все. С каждым разом серьезный подход. Не набережный Челны. Сперва я там был, в Можге, у нас с концертами, там тоже народ, татар очень много, татар, башкиров, наша национальность.
В-третьих, видно, что шьют костюмы, видно, что Апай, она уже не первый раз, не первый год, там не первый конкурс у нее, как-то все равно держится на сцене, улыбается, знает, что такое сцена, да, поэтому и цветочки есть, все красиво, да, прям как будто живые цветочки поставили. Ну, как сказать, можно еще другие песни тоже, темповые, как уже, да, почему-то у нас есть такой, на всех конкурсах люди выбирают сложные песни, почему-то сложные песни. А по сути, если выбирать, подход должен быть, что больше лучше получается у человека. Можешь выбрать сложную песню, такую, да, но не можешь эту песню раскрыть, спеть вот так, да, как надо. А можешь там быструю песню, которую, например, другой человек не сможет петь. А ты вот, поэтому на песнях тоже можно выбирать другие. Но по ходу эта песня, она уже давно поет, поэтому, ну, хорошо. Хорошо. Есть, абсолютно можно, наверное, согласимся. Фарида. Вот девушка очень приятная, свободно держится на сцене, и руки у нее органичные, да? Потом, но единственное то, что ни в коем случае нельзя делать для такого конкурса маленького, да, то есть онлайн-конкурса, чтобы ты закрыл свой рот. Я не вижу твоего рта. И я не вижу улыбки на лице, да? Микрофоном она все испортила. Ну, еще хочется вот... Есть же материал, актер, да, и нутро есть у человека, да, как бы материал должен соответствовать с нутром, или наоборот разница должна быть большая, да, чтобы как-то вырваться из комфортного состояния пения своих любимых мелодичных песен. Вот. Я бы сказала, чтобы девушка эта, она сценичная, действительно, она уже со стажем поет, чтобы она выбирала песни более другого жанра, потому что у нее и так лирическое лицо, лирическое состояние тела, да, она такая вся нежная, женственная, а надо, чтобы чуть-чуть себя растормошить. Из комфортного состояния опять-таки надо выйти. Вот девушке я предлагаю, чтобы она резко поменяла свой репертуар. Почему? Потому что мне интересно ее лицо. И хочется посмотреть, чтобы улыбка у нее была еще шире, как бы, да, и закрыть микрофоном она испортила многое, конечно. Ну и костюм там шьется, это очень хорошо. Еще ведь, знаете, можно не просто вот петь, а можно подвигаться по сцене и сюда, и закружиться, как бы, да, в плавном движении. Раз ты уже в онлайне, и у тебя нет возможности уже как-то широко шагать, можно было бы раз-два шага сюда, раз-два шага сюда, повернуться как-то, да, без микрофона спела бы она, хорошо было. Все, мы запомнили, есть. Женя? Ну, мне показалось, что участница хотела показать, насколько она утонченная, лирическая натура. Как она любит Естественно, цветы. да, и она подобрала песню, которая ей по душе ближе. Ну, вот такая Это она. ее песня, здесь прям написано авторская песня Ангагер. Даже вот так. У меня вот здесь Ну, прям всё авторская тогда. песня. Вот она только такие песни, наверное, и поет. Красивые, лирические, чтобы приятно было слушать, посмотреть. Да, то есть перебор был с микрофоном, то, что ракурс камеры был не тот выбран. Просто не было мимики, не было лица. То есть и смотреть было, ну, достаточно сложно оценивать ее в этом плане. А в целом, наверное, мне понравилось, все хорошо. Все, окей. От себя теперь скажу. Сразу видно, что у нас Зиля Сафина любит цветы, их было прям так много в кадре. Хочу только тоже обратиться непосредственно к центровке кадра. Наверное, все-таки артист у нас должен быть главнее, чем остальные элементы декорации и прочего. Все было хорошо, поэтому вот лично от меня сейчас мы пойдем ставить оценки. Лично от меня и оценка хорошо 4. Азат? 4. Я тоже тезке своей Сафиной ставлю 4. 4 есть. И я тоже 4. Вот так вот, 16 баллов от нашего жюри и от меня, собственно, тоже 4 отправляются в город Можга. Аплодисменты! Хороший результат, я считаю. Вот тут снова радость для Евгения. Это именно видеоролик, наш участник из Уфы.
участница, ей 29 лет, зовут ее Лариса Ахмадиева. Авторский танец, авторский, на минуточку, под композицию «Терезелер» Элвина Грея. Интересно, смотрим! Оу! Мне кажется, Элвин Грей, он просто не знает, что на его песню сняли клип, а тут оказывается вон как оно. Ну что ж, мы как в прошлый раз специалиста по танцам, скажем так, оставим для финального вердикта, лично от себя скажу. Картинка, все класс. Вот, наверное, единственное, что клипа и красоты клипа было больше, чем самого танца. Но это мое вот такое поверхностное мнение. Азат. Азат. Ну как оно? Ну, что могу сказать? Сперва, как предыдущий, был хороший подход к конкурсу сперва. Профессиональная съемка, это 100%. Движение, вот это все. Близкий кадр, там, дальний кадр. Наложен песня, фон наложен чисто, прямо когда слушаешь басы, эмоции, это еще плюс добавляет, да. Вот у меня, когда начала танцевать, как-то вот это все сплощенность, вот это все, какие-то мурашки вот по телу шли. А когда мурашки, это знак. Какой-то знак для меня. Какой-то знак. Какой-то знак для меня. Потому что и движение, я сам люблю такие резкие движения, и прямо, где должен быть движение, прямо четко вот это, как я вижу, все сделано. Вот. Где бас, где стоп, вот это все как, ну, нравятся мне вот эти, вот такие танцы мне нравятся. А остальное профессионалам, я же со своим взглядом, мне понравилось. Привет. Ну, я скажу, что я очень много наблюдаю, ну так скажу за своей дочерью, у меня тоже дочь хореограф, балерина, и я очень много ей помогаю в отношении вот таких критических моментов. Осознанно мы работаем даже иногда вместе, она показывает мне видео, говорит, вот здесь что мама скажет, там и так далее. Но это очень хорошо, я уже как бы с ней стала почти полу-полу профессионалом. Мы уже, сколько уже, с 5 класса учится, сейчас уже она уже очень стажем с большим. И вот что скажу, двигается очень профессионально. Девочка очень гибкая, хорошая девочка, но выбрала такую маленькую часть своего танца и очень как бы Элвин Грей как бы сопровождается песня, поет очень медленную, нудную лирическую песню. Ей развернуться здесь в динамике негде. Маленький кусочек и все время однотипные как бы движения для того, чтобы показать ее пластичность, это хорошо. То, что она чувствует материал, это хорошо. И прочувствовала она и на лице все показывает, как бы не показывает, а проживает танец, это молодец. Но вот когда одночасная мелодия, нету развития как бы куплета, да, или припева там, ей некуда подвигаться еще как-то, раскрыть себя больше. Но девочка хорошая, мне понравилась. Она, видно, очень профессиональная, подходит к своему любимому хобби. Вот так, к любимому хобби. Ладно, теперь от мнения того человека, для которого танцы это не хобби, а, собственно, профессия. Евгений, прошу. Давайте, да. Смотрите, для начала мы увидели не танец, а клип. Как уже было сказано, да, клип это одно, а в жизни это может совершенно по-другому просмотреться. То есть в клипе все классно, все красиво.
хотелось бы увидеть, как это в танце смотрится вживую, потому что есть как бы сомнение, что, может быть, это не так будет красиво, как сделано, потому что крупные планы, они дают свое. Но оцениваем, давайте то, что увидели. Видно, что девочка получает удовольствие от того, что танцует, да, то есть она четко показывает свое состояние души, станцевала красиво, то есть были линии, были какие-то позы, которые читались, музыкальность была, то есть, да, там руки те же самые добавляла она там, где ей хотелось, и для выражения эмоций, более усиления, так называемого. Да, песня, возможно, не самая выигрышная, под которую она могла танцевать, но она выбрала ее, и в целом она сделала хороший танцевальный клип. Как танец здесь ее невозможно рассмотреть. Потому что, может быть, она комбинациями сделала, да, то есть четко отработала. А станцевать 2 минуты, например, танец, там уже физически тебе нужно силы. И будешь ли ты успевать? И как ты сцену заполняешь, пространство. Потому что, стоя на месте, если ты 2 минуты стоишь, это никому не интересно. Люди достанут телефоны и будут сидеть дальше там. То есть, но работа классная, красивая. Мне понравилась работа в целом клипа. Здесь, наверное, я начну выставлять оценочки. Здесь у меня, в принципе, такая же, вот, но если не претензия, такой немножко вот с заковырочкой. А что осталось там за бесконечным монтажом этого клипа? Если мы видели остальные, большинство видео, которые нам прислали, видно, что они сняты, что называется, одним дублем, одним кадром. Человек вышел на одну позицию, на одну точку, начал петь или там начал танцевать, и все это записано цельно. Здесь же что же осталось за, так называемым, за этим монтажом? Может быть, это переснималось десятки раз. Поэтому, но, опять же, я лично не могу сказать, что там так долго убирали что-то плохое или еще что-то. Поэтому, может быть, там и все в монтаже все хорошо было. Поэтому 4 вот от меня лично. У меня тоже 4. Четверочка. То, что увидела я кусочек, я, конечно, ставлю 5. Мне девочка очень понравилась. И засчитано. Евгений, ваша оценочка? Только из-за того, что я не увидел полноценный танец, и хотелось бы ее там посмотреть, как она выглядит, как она его исполнит, 4. 4, но в принципе уже прям очень даже неплохо. 4, 5, 4, 4, есть что добавить? Да, вот почему я 4 поставил, тоже вот присоединяюсь, потому что я знаю, как снимается клип. Это несколько дублев, из-за этого, только из-за этого. Хочется какой-то вот камеру поставил, и до вот танец. То есть эта работа не дает ее просмотреть полностью, что она из себя представляет. Ну да, не дает ни как профессионала, ни как артиста, то есть, но да. Отметим, поэтому, возможно, скажем так, возможно, не хватило 5, но 4 оправдан тем, что цельно вот этот ролик, вот этот отрезок было приятно очень даже смотреть. И даже потому 5 от меня, потому что то, что мы видели нарастающие танцы, это самый лучший вариант. Есть. По движению тела, по движению. Эмоции были. Эмоции Да, были. да, это... И по пластике, и по профессионализму более-менее. Нам были эмоции от Ларисы Ахмадиевой, а от нас ей аплодисменты вот прямо из Казани в Уфу. Ну что ж, дождались, не знаю, вот там какой-то супер артист, либо там вот что-то может быть не очень нам понравится, но 10-й участник нашего 2-го выпуска 3-го сезона Татарстар, в этом году называется Татарстар Наследие. Видео нам прислали из города Нижнекамск, прислала его Фарида Сунгатуллина с песней «Излядым бахрым сине» Ильхама Шакирова. Приглашаем на нашу онлайн-сцену, смотрим! Yıllar boyu tilmerim, doymadım.
так вот, вот так вот. Знаете, не в обиду другим участникам скажу, что это, наверное, первое видео за сегодня. Может быть, поэтому я оставлю за номером 10 нашими редакторами, редакторами. Потому что мы вот это, первое видео, которое действительно кого-то заставило потанцевать, кого-то похлопать. Я лично вот так вот делал прям в ритм. В общем, нам очень, так скажем так, мне со стороны показалось, что нашему жюри очень понравилось. Вот так вот я говорю, люблю говорить о людях в третьем лице, когда они сидят рядом со мной. Что ж, а теперь послушаем их мнение. Вот человек, который непосредственно подпевал, прям вот сидел и напевал каждое слово. Азат, как оно? Как понравилось? Да, вот на сегодня первый номер, который с сопровождением, сама играет на гитаре, то есть еще сама поет. Фон я убираю, фон я не смотрел, потому что сперва я посмотрел гитару, понимаете, да? А еще во-вторых, девушка уже не первый год занимается вокальной данной, потому что сразу видно очень хорошие. И, как говорят, шишмета уже есть какой-то шишмета уши для меня. Мелизматика не надрывается, свободно берет высокие, какие-то мелизматичные переходы свои. Поэтому для меня, вот честно скажу, где-то фон смотришь, но для меня вот здесь фон пропал. Хоть там шкаф, хоть там телевизор будет, я слушал ее, я смотрел, как она играет, я просто с ней вместе пел. Поэтому молодец. Вот так вот ты начал говорить, а какой там был фон, я даже думал, а какой там был фон. Мы вообще смотрели на артиста, да, в первую очередь, Яра. Привет. Ну, во-первых, действительно, по нарастающей талантливые дети, талантливая молодежь показывает свое мастерство. И сегодня вот эта девочка показала два в одном. И спела, и сыграла, и голосок у нее очень нежный, и там и на фальцете, и, да, в общем, и лирической сопрано там прослушалась. И еще самое главное, то, что она чувствует песню, это раз. Во-вторых, сложно играть и петь, это два, да. Вот в этом месте как раз у нее чуть-чуть, как бы, я бы сказала, если бы она по чужое исполнение, да, на гитаре, она бы нам все пела бы. Она тут смотрит на свои ручки, перебирая ноты, да, чтобы не ошибиться. И вот это как бы уходит на первый план, да, а это было бы второй план, да. Мы сейчас видим, как она перебирает и как бы, чтобы не ошибиться и чтобы как бы напряженно все смотрит на гитару. На гитару. Да, вот этот момент невыигрышный для нее, но мы же видим, что она молодец, она играет и поет, это очень сложно Зато сочетать. этот момент сделал таким живым это выступление. Вот это хорошо. Вот только я хочу всегда видеть глаза человека. Да. Глаза, улыбку. И через глаза я получаю энергетику, ту, которую несет исполнитель. Вот. Когда танцор смотрит на пол, это все. Это не то. Это все. Он портит себе... Не, ну может там что-то валяется да, да, может на быть, полу, и чтобы не наступить. Тут, я всегда говорю, смотри, вот твой фас, даже когда поворачиваешься, засматривай на зрителя. А тут то же самое. Идет такой момент, чтобы она, вот, например, пела и нам смотрела бы, улыбнулась бы, да, чуть-чуть нам бы смотрела бы, больше глаза должны впереди идти глаза исполнителя, чем руки с гитарой. Вот я скажу так. Хорошо. Евгений. Мне гитара понравилась, ее руки как играли. Мы же, когда видим баяниста, смотрим на его руки, как он быстро, ловко управляет. Здесь тоже. То есть, раз есть гитара, все равно нужно какой-то акцент сделать на нее. То есть, классная песня. Мне как танцору она очень ритмичная, под нее действительно хочется танцевать. И как мы не раз танцевали на разных мероприятиях. Единственное, мне не хватило, наверное, дикции получше в ее пении. Потому что, ну, мне хочется услышать все слова, как бы, да. Да, я, может быть, не все понимаю, о чем поется, ну и скорее всего, но я не понял, понимаю. что я чего-то не услышал. Но за долгое время пребывания в Казани я уже догадываюсь, о чем эта песня, как бы, да, я сам выстраиваю какой-то для себя смысл из понятных мне слов, но дикцию хочется получше, все-таки, да, и тогда, мне кажется, вообще номер будет классный. Может быть, еще даже не столько дикции, а сколько просто она наполовину свой голос не подавала. Да, не использует максимум.
как бы тихо для себя поет, да? А тут «Излядым бедрем сине». Ну, как бы я просто утрирую, да? 5. Это 5. Но вот этого не хватило. Это же конкурс, да? Надо выдавать свои творческие возможности, что у тебя есть, показывая все, что есть. А тут наполовину она так скромненько так, в общем. Хорошо, скажу теперь свое мнение. Лично вот мне, напротив, эта скромность, она именно показала, что перед нами не такой прям артист, а участник конкурса. Плюс, вот я сейчас рассказываю свое мнение, вот и мне всегда нравится, когда находят новые формы, поэтому мне безумно всегда, мы прям Ирягамдами, Зуля Камалова, которая брала татарские песни, их перепевала вроде бы по-татарски, вроде бы она ничего не поменяла, но она их сделала по-своему, по-другому. Здесь вот так же Ильхам Шакиров, всем известная песня. Человек взял и спел ее под гитару, но это же классно. Хороший кавер. Хороший кавер, Да. вот, да, действительно, хороший кавер, и поэтому мы переходим к оценкам. Лично от меня, вот, 5. Все, честно, гитара есть, артист есть, опять же, даже я не смог пристать к фону, что там обои какие-то были, поэтому биш меня точно. Биш меня. Биш есть, Алатан. Меня дурт. Дурт, это когда жить надо, чуть-чуть не хватило, дурт, Евгений. Я поставлю 5. Ну, Пятерочку. классно. Есть, классно. Итого подытоживаем. 5, 4, 5, 5. Это все у нас Фариде Сунгатуллина из города Нижнекамск за песню «Излядым бахрым сине син безне топтым». Вот так Ну вот можно давайте, сказать. она молодец, похлопаем. Да, Как-то конечно, есть. Лучшая кандидатура, то, что мы слышали. Вот, за сегодня что ж, лучше. Да. Что ж, смотрите, пока, дорогие зрители, сейчас обращаюсь к вам, у меня здесь еще будет куча информации, которую я обязательно вам должен буду рассказать и пока скажу. Мы просмотрели все 10 роликов, 10 участников нашего второго отборочного выпуска, нашего Татарстар наследия, 3-й сезон. Пока наша техническая группа подсчитывает все результаты, мы с вами, мы пока этого ожидаем, мы немножко пообщаемся с нашими жюри. Вопрос такой вот, сейчас можно на нашу многомиллионную, хотелось бы пока сказать, но такую на 100-тысячную нашу аудиторию, может быть, есть что нового, может куда-то пригласить людей хотите, может альбом вышел, блин, все что угодно. Что в планах на ближайший вот там концертный, может, сезон? Начнем с Азата и так вот по очереди немножко пообщаемся. Сперва летом кто-то отдыхает, но это не к нам, потому что летом артисты готовятся к новому сезону, снимают клип, пишут, потому что более свободное время, пишут новые песни, творческие лето, говорят, можно сказать, да. И с осени готовимся к новому сезону, потому что хочется каждый сезон по-своему сделать. Еще лучше, потому что вот, практика показывает, что еще лучше можно сделать, еще лучше, потому что и на сегодняшний день мир идет вперед, и мы должны с ним двигаться вперед. Абсолютно. Может, на концерт кто-нибудь позовемся? Позовем, пожалуйста. Куда? Дата, время, место. пусть приходят. Пока концертов, даты точно нету, но в январе будет у нас сольный концерт, поэтому в январе можете приходить. Время есть, успеете еще успеть. Да, потому что, почему мы же еще дуэтом поем, у нас поэтому родилась дочка, поэтому пока еще маленькая. Ой, поздравляю. Да. Во-первых, поздравляем, да, Да. аплодисменты. Как многодетный отец, хочется дочка немножко, потом уже с новыми силами. Семья первостепенно, а в январе будет большой сольный концерт. Я думаю, даже мы не поленимся в своих социальных сетях, обязательно вам об этом всем расскажем. Фарида, у вас, может, такие новости профессиональные, куда-то пригласить, может, хотите, воспользуйтесь моментом. Ну, во-первых, я могу пригласить молодежь на онлайн-тренинги моей дочери Айслу. О, вот можно, но Вот онлайн она очень активно растет по своей профессиональной линии. Вот и 15-го на озере Кабан здесь они тренинг проводят, пластический тренинг. Это раз, это как бы и мои достижения, и ее достижения. Я очень рада, что как бы свою дочь я направила в искусство, и она очень хорошо растет в этом отношении. А у себя у меня планы такие. Сейчас у нас отпуск до 10 августа в театре Камала. Отдыхаем, как бы ждем новых ролей в новом сезоне. Это как бы очень важно для роста актрисы такого плана, как я. Еще сил много, потенциала много. Это главное. Да, несыгранных ролей много. Как говорится, песни, которые не спеты, еще впереди. И вот в том плане, что, например, ну, юбилей предстоит на следующий год. У нас в театре новый дирижер пришел.
сын известного певца Мунир Соколова, Данияр Соколов. Вот жду от него новый проект, который мы чуть-чуть там обговорили. Хочется что-то сделать такое интересное, чтобы ты во время своего периода работы в театре все-таки оставила наследие. Что у нас вот здесь вот? Передача о наследии, а профессионалы тоже должны оставлять свое наследие. Слушай, мы не можем спросить четвертого участника нашего жюри, какие планы, что дальше, что, может, куда-то пригласить я хотим? Ну, смотрите, самое такое интересное, наверное, будет в тему еще нашего конкурса с наследием. В Тугановылым каждую субботу есть классные мероприятия. Казан-шоу, приходите, увидите. Татарское национальное театральное шоу. Человек воспользовался временем, сказали, что куда хочешь людей позвать? Каждую субботу... Ну, а также мы готовы к сотрудничеству. Все, отлично. Каждую субботу Тугановылым во сколько? В 18 часов и 20:30. Вот, 18 часов 20:30. Звоните, вам все расскажут. Все расскажут. Есть что, давайте, вот лично от нашей технической группы поаплодируем нашему жюри. А теперь, внимание, наша картиночка на экран. Как же проголосовали жюри. И, собственно, я, ваш покорный слуга, смотрим. Итого, у наших участников Каролина Хабирахманова 19, Миляуша Закирова 16, Мусфа Юпова 12, Фидания Сулейманова 14, Алина Ахтариева 10, Салават Сакаев 17, Алия Алиева 18, Зели Сафина 16, Лариса Ахмадиева 17, Фрида Сунгатуллина 19. Вот так вот у нас сложилось наше зрительское голосование. Что же, теперь мы обращаемся к нашим уже зрителям нашего онлайна. Вы знаете, куда идти. Это официальная группа Татарстар. Там совсем скоро появится или уже готово наше голосование. Давайте, смотрите, в общем, все очень просто. Заходите, выбираете одного участника, который вам понравился больше всего, и за него голосуете. Что ж, мы готовы начинать наше, вот я смотрю нашу техническую группу, готовы, мы делаем обратный отсчет. Вот, видимо, да, я хочу. Не, я думаю... Смотрим участника, потом запускаем голосование. Запускаю, я так и хотел, что же вы меня. Так, ладно, что ж, готовы запускать голосование? Ердемлерим минем. Что ж, а давайте биштен бергайлеп отсчитаем. Биш, дурт, эш, ике, бер. Все, поехали, стартовало голосование. А теперь, собственно, голосование стартовало в нашей группе. Мы вам напомним всех 10 наших участников. С такими чуть-чуть покороче отрезочками, поэтому внимание на экран, смотрим. Bulutlar kide, dumanlı yollar adaştıra, ümit yıldızı yoktalığından, ko'nglim türmede bakıştıra. Felsefeni arı satalar da munşa mişlerine öyüp kitap atalar. Yolgışudan bir kim hali tügül, in aşısı tilin yugalı, kıybılanın yönelişin butap, odaşırga taban yol alı, ezmi eli tüngü kulüplarda. Göklerge parayım, yıldızlar sanayım, ul balkışları, neksinin yüzün, daralır sağış, daralmaz ümit, var bir güden, bir sene.
aktıman Bezi keviriye duram Sin benim yaşlık yazım Anıtmam seni nazım Bulutta aktıman Bezi keviriye duram Sin benim yaşlık yazım Anıtmam seni nazım Hapşım var şeşkisi Күз карашыңда синең дөнья күренде мәңге төн. Киттең эзләп син аны яктыртмага, идеал утын. Гайрәт иттең, армыта алмый йөрдең ушбу юлда син. Шын сыбатла алга бардың, бакмый уңга сулга син. Мин әле хайран һаманда, белмәдем ни булганын. Нәрсәгә артка карыйсың, утка калгач бер адым. Ялтырау күрдең. Что ж, мы продолжаем этот Татарстар, наследие, 3-й сезон, 2-й выпуск. И без нам конакта Рафис Калимуллин. Кол шабабыз есть. Что ж, салям. Хайрлы кишлер. Что ж, дорогие зрители, скажу, до нашего завершения голосования остается примерно 23,5 минуты, поэтому бежим голосовать. А пока вы голосуете, Рафис порадует вас своими песнями. Поэтому аплодисменты сквозь онлайн и километры проводов. Прошу, Рахими. Поехали. Песня называется «Күтем жаным». Киттік. Yaş bulup balkadında köngülüme hürüldün Seyip dolu yereğinden manlar bulup tügüldün Hazırinde sin kaydasın, kaylardasın yerisin Elleğinde unuttun mu neki yanıma gelmişsin Ketem canım, ketem tanrı atkanda Zengin sulu küllerime para kışlar koykanda Ketem canım, ketem tanrı atkanda Zengin sulu küllerime para kışlar koykanda Sine erem müte yazlarım Sina diyen sözlerim var Yüreğimde nazlarım Elleğinde unuttun mu Vəqdələr bir gəninle
bakışlarday sirleşip üzülüp suygenini Ketem canım, ketem tanlar akkanda Zengir sulu küllerime para kışlar koykanda Ketem canım, ketem tanlar akkanda Zengir sulu küllerime para kışlar koykanda Ketem canım, ketem tanlar atkanda Zengir sulu küllerime para kışlar koykanda Ketem canım, ketem tanlar atkanda Zengir sulu küllerime para kışlar koykanda Ketem canım, ketem tanlar atkanda Zengir sulu küllerime para kışlar koykanda Ketem canım, ketem tanlar akkanda Zengir sulu küllerime para kışlar koykanda Зур рәхмәт. Бу инде минем үземнең иҗат иткән, үземнең язган җырым, сүзләре Гөлфия Шакированыка, ки Рафис Калимуллин һәм инде шәхсән үзем. Киләсе җырны җырлыйсым килә. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле тамашачылар, экран аркылы булса да җырлыйсым килә тагын бер иҗат җимешемне. Ул җыр минем Башкортстан якларыннан килгән, беренче булып бер бик көчле генә Килер язучы Раил Умитбаев дигән егеттән башкорт телендә җырны алып, татарчага тәрҗемә итеп, мин аны инде Татарстанга җимеш итеп бүләк иттем. Җырның исеме кемдер бәлкем таныр, Кил дип атала. Сезгә бүләккә. Рәхим итеп тыңлагыз. Сине күргән көннән алып, тыңгы тапмый җаным бердә Син яшисең уйларымда, хисләремдә, теләгемдә. Йолдыз кабыз төннәремдә, кояшым ул көннәремдә, дәвасым ул күңелемдә. Йөзләр меңнәр арасыннан югалтырга һич хакым юк Сине эзләп табасым бар Кил каршыма чык сөйгән ярым Үзгәләнгән йөрәгемне дәвала синең үләрем Кил каршыма чык сөйгән ярым Ташкына күңелемдә Кетем кабат очрашуны Яшәүләр юк синсез җирдә Син сөйгән ярым бердән берем Синең килер юлларыңа Арыш булып түгелермен Син сөйгән ярым бердән берем Синең
Ай, зур рәхмәт. Бу инде минем тагын бер иҗат җимешем иде. Һәм инде киләсе җырны җырлар алдыннан шул җыр турында әз генә сөйләп китәсем килә. Ул җырның тарихы шундый. Күптән түгел анарга инде клип төшердек. Ул клипне инде Мәйдан каналыннан, YouTube каналыннан һәм инде төрле интернет чыганакларыннан, челтәрләрдән карарга була. Бу клипта мин инде төшердем үземнең тормыш юлларымны кайбер мезгилләрендә. Һәм инде бу җырны автордан алгач, Булат Шарипов киенә, Нурсил Шаймарданов сүзләренә язылган җыр. Авторлардан алгач үзем аркылы үткәрдем, чөнки бу җырдагы сүзләрне, бу җырдагы тарихны миңа калса халык, кызлармы, егетләрме үзе аркылы күп кеше кичергәндер дип уйлыйм. Җырлап карыйм әле, бәлкем сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле экран аркылы, менә шушы экран каршында утыручы мөхтәрәм тамашачылар, бәлкем сезгә дә ошап китер. Җырның исеме "Оныттым инде күптән". Yanlarında yürü idem üzüm Türlü sebep tapıp yoktan da Esinliktir көрмәдең шулы мине Алыштырып куйдың ятlarına Тешләремә килеп керәсең иде Нигә һаман искә төшәсең Мин оныттым инде күптән сине Бәлки син дә шулай итәрсең Тешләремә килеп керәсең иде Нигә һаман искә төшәсең Мин оныттым инде күптән сине Бәлки син дә шулай итәрсең Хәзер инде нигә кирәк миңа Сөям сине диеп әйтүе Миңа да бит авыр булды башта Кайтыр диеп сине көтүе Тешләремә килеп керәсең иде Нигә һаман искә төшәсең Мин оныттым инде күптән сине Бәлки син дә шулай итәрсең Тешләремә килеп керемә бүтән Яраланган җанны ярсытып Сөютын мин сүндердем күптән Булмый аны кире кабызып Тешләремә килеп керәсең иде Нигә һаман искә төшәсең Мин оныттым инде күптән сине Бәлки син дә шулай итәрсең Тешләремә килеп керәсең иде Нигә һаман искә төшәсең Мин оныттым инде күптән сине Бәлки син дә шулай итәрсең Тешләремә килеп керәсең иде Нигә һаман искә төшәсең Мин оныттым инде күптән сине Бәлки син дә шулай итәрсең Тешләремә килеп керәсең иде Нигә һаман искә төшәсең Мин оныттым инде күптән сине Бәлки син дә шулай итәрсең Мин оныттым инде күптән сине Бәлки син дә шулай итәрсең
Hürmetli Müslüman kardeşlerimiz, her birigizge tileyim isenlik, sağlık, yerigіз konsertlarga, jırlarımızdan tыңлағыз, мұңланығыз, сұқланығыз. Hem indi her birigizge go'yle бақыты tileyim. Келесі шошыларға kadar зор рахмат! Большое спасибо, Рафис Калимуллин. Аплодисменты ваши громкие. Бигзур Ахмед, там бізге келесің ме? Все, договорились? Шахрабас обязательно. Что ж, дорогие зрители, вы можете сами там вот поаплодировать Рафису. Говорим им большое спасибо. А к вам обращаюсь, если вот так вот взглянуть на часы. Сейчас мы взглянем на часы. Уже меньше 10 минут остается до завершения нашего онлайн-голосования. Поэтому, если вы еще не успели, если вы заслушали этими прекрасными песнями зарядились от Рафиса хорошим настроением, бегом голосовать, если вы сами участник, то быстрее, там у вас есть еще время, чтобы отправить ссылочку кому-нибудь и успеть проголосовать. Официальное сообщество Татарстар ВКонтакте, заходим, голосуем. Уже меньше 9 минут, а если вы все-таки еще не знаете почему-то пока за кого голосовать, мы вам еще разок быстренько покажем всех участников. Смотрим. Bulutlar kide, tumanlı yollar adaştıra. Ümit yıldızı yoktalığından, ko'nglim türümde bakıştıra. Felsefeni arı satalar da munşa mişlerine öйіп kitap atalar. Yolgışudan bir kim hali түгел, ең ошысы тілің юғалу, қибыланың юнәлішін бұтап, одашырға табан юл алу, әзмі әлі түнгі клубларда Göklerge parayım, yıldızları sanayım, ul balkışları Neksinin yüzün daralır sağış, daralmaz ümit. Vardır güden bir sene. Күз қарашыңда синең дөнья күренде мәңгі түн. Киттең эзләп син аны яктыртмага, идеал утын. Гайрәт иттең, армый талмый йөрдең уж бу юлда син. Шын сыбатла алга бардың, бакмый уңга сулга син. Мин әле хайран һаманда, белмәдем ни булганын. Нәрсәгә артка карыйсың, утка калгач бер адым. Ялтырау күрдең. Turgaylarsız yazlar bulmagan
Shoh sinde bizni ko'ngillar menimki so'lqin qishda o'tdi. Şem tamşılar erik, biz erik yalqınlarda. Denezeler, denezeler, meni işletdi. Men bir qaşanda bulay, bir kimni de suymadim. Denezeler, denezeler, yine gayipli. Qışqıra sirək günə, sağlığın silək günə. Kilsən idi yekəmi yanıma, gülümsürək günə. İzlədim bağırım seni, yıllar boyu tilmirim. Doymaz axırı məndə doymaz. Оу, ну что ж, поаплодируем, во-первых, Рафису, который здесь у нас великолепно пел, так зарядил нас своей, что называется, энергией. Обращаюсь сейчас к зрителям. Если вы смотрите и до сих пор не нажали эту самую заветную галочку, у меня, во-первых, первый вопрос, почему? Как так можно было не проголосовать за этих достойнейших конкурсантов? Вот так вот скажу. До завершения голосования остается чуть менее 4 минут, поэтому мы еще раз пообщаемся с нашим достопочтенным жюри, спросим в целом как 10 участников, как что, какие пожелания, может быть, так вот заранее. Азат, вот какие мысли по поводу всех 10 сразу? Сперва, как сказать, хороший конкурс. Хороший Ну, конкурс. Да, такой. Рахмет. Да, потому что мы видим онлайн-конкурс. Онлайн. Никогда я не участвовал как жюри, даже в онлайн-конкурсах. Сперва так понравился. Во-вторых, как сказать, критика вот всегда на эстраде, в любом бизнесе или где угодно должен быть критика. Если человек не может принять критику, то дальше роста не будет. Поэтому, в котором мы сегодня что-то, может быть, критиковали, кому-то что-то, может, не понравилось, да, вот это все, что-то мы сказали. Нельзя это брать с другой стороны, с хорошей стороны, надо понять, и это надо вот, не в минусовую, а в плюсовую сторону, как сказать, поправить, и у вас будет дальше, рост будет, обязательно рост будет, и хороший темп. И дальше все пятерочки. Да, все пятерочки ваши будут. Поэтому я сам люблю критику. Если бы критики не было бы, то я бы не смог бы. Стояли бы на месте. Все же, я же готов, вот так мне надо быть, оказывается, все. Я поняли. Фарид. Ну, я скажу, что если, например, есть у кого-то желание в Казани, например, ну, как бы пройти мастер-класс, что ли, или взять репетиторство. Я, например, с удовольствием могу кому-то помочь дальше двигаться. Потому что, когда, скажу откровенно, готовила абитуриентов, они все поступали на оценку 5 в Институт культуры и в театральное училище. Как бы подготовка была самая хорошая. Вот поэтому, если есть желание, пожалуйста, обращайтесь. Я сегодня, конечно, критиковала, я очень долго работаю в театре, 36 лет уже, это уже большой стаж. И вот с чем смогу, тем помогу, но тем, кто далеко, конечно, должны помогать руководители этих регионов по художественной самодеятельности. И, конечно же, общаться с теми профессионалами, которые могут чему-то научить. И очень хочу пожелать вам дальнейших творческих ростов, чтобы вы радовались тем, чем занимаетесь сегодня. Вот. Но мне кажется, так вот критика от Народной артистской республики Татарстан, знаете, вот все бы хотели, чтобы их так критиковали. Вот это самое, все было оправдано, все было к месту, не было такого, что вы ни разу не сказали, да, что-то мне вот костюм не нравится. Все же было по делу. Поэтому вот, Евгений, я понимаю, танцев было недостаточно, надо больше танцевать, дорогие участники. У вас еще до 7 августа есть время отправить заявочку. Ну а в целом, как? В целом, смотрите, у меня такое как бы напутствие для всех участников, кто, может быть, еще не отправил и увидит это видео и решит отправить впоследствии.
А чтобы подбирали музыкальное сопровождение или композицию, выбирали более тщательней, да, и к этому относились, ну, с умом, что ли. Если вы берете танец народный, то берите народную музыку, национальную, действительно национальную, а не песню эстрадную, татарскую, да, потому что это разные вещи маленькие, надо это понимать. От того, что вы одели, да, национальный костюм какой-то, то есть это не значит, что вы танцуете народный танец. То есть поэтому подбор делайте более продуманный, к песням тоже репертуар подбирайте нужный, более выигрышный, да, то есть здесь не прокатит просто покайфовать для себя, для друзей спеть, да, то есть на день рождения, там еще где-то. То есть здесь у вас есть приз, ребят, здесь есть конкурс, хороший приз, iPhone. Да, 12 Pro Max там, да, если не ошибаюсь, все правильно записано. Я бы сам поучаствовал, наверное. Да, мне Может кажется, быть, еще не там поздно. до 7 августа. Может быть, успею, запишу что-нибудь. Вот, ну, относитесь с желанием победить и снимайте видео продуманно, чтобы мы увидели и ахнули. Вот такое вот пожелание. Если делаете татарский танец, делайте его по-настоящему татарским. Вот. Но, Да. тут, Евгений, я скажу, у нас правилами разрешено, как вот была участница, которая, по-моему, набрала максимальное количество голосов в первом нашем отборочном. Там был под татарскую песню, девочка станцевала хип-хоп. Это может быть. Вот может Это быть. может Это быть. мы говорим к тому, что если вы делаете татарский танец, то сделайте его татарским танцем. Если вам просто Да. понравилось, если вы танцуете любой друг какой, или какие Определитесь с жанром, Да. какой вы используете стиль. Народный, уличный, современный какой-то, да, контемп, еще что-то. Может быть, это даже вальс может быть на какую-то композицию татарскую. Окей. И даже можно онлайн-репетиции сделать, например. Конечно, конечно. Найти через организаторов Татарстар артистов и, пожалуйста. Вот так вот, а пока мы целиком за вас все не придумали, за вас все не сделали, все вам не рассказали, чтобы вы там сами только пришли, все мы научились, мы говорим, что голосование завершается через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Можно поаплодировать, все. Голосование в группе Татарстар завершено, и буквально через пару мгновений мы покажем картинку с теми 5 счастливчиками, которые у нас отправляются в полуфинал. Что ж, для справки скажу, у нас 6 отборочных, 6 наших вот этих отборов Татарстар наследие, 5 полуфиналов и 1 финал. Один финал, где, собственно, определятся те самые победители. Там уже будет, наверное, уже построже, можно будет даже давать оценочки, но тем не менее, у вас здесь был первый отборочный, второй, а у нас остается еще 4, следующий ровно через неделю. Напоминаю, что до 7 августа есть время отправить свою заявочку. И помните, главное условие, что у вас должна быть либо татарская песня, либо татарское стихотворение, либо танец под татарскую музыку. Вот такие правила у нас в честь того, что наш сезон называется «Татарстар наследие». Если же, дорогие зрители, вам интересно, вот мы видели оценочки жюри, как они распределились, у кого-то больше, у кого-то меньше, как распределяться оценки по итогам голосования, оно уже завершено, вы, собственно, там видите циферки. У нас 10 позиций, и, соответственно, если я сейчас не запутаюсь в наших сложных правилах и протоколах, человек, набравший больше всего баллов, тот получит 10 баллов. Соответственно, тот, кто набрал меньше всего баллов, получит 1 балл. Если мне сейчас из-за кадра никто не кричит «нет, так не надо», значит, я все абсолютно правильно сказал. Что ж, буквально еще, думаю, секундочек 30, мы, собственно, все это посчитаем, все это скажем вам. А пока у нас есть время, можно вот так вот, знаете как, вот так вот у нас пока был перерыв, все говорили, какой-то выпуск получился добрый. Как-то вот никого прям вот не ругали, ничего не говорили, а за то, что выпуск у нас получился добрый, надо сказать нашим добрым гостям, нашим членам жюри. Поэтому сквозь экраны предлагаю поаплодировать, наша техническая группа поаплодирует по отдельности. Что ж, всем-то с нами в гостях это популярный певец, лауреат конкурса «Татар Маңы» и премии «Татар Жиры» Азат Фазлыев. Аплодисменты! Человек, который сегодня по полочкам все разобрал и не просто критиковал, а объяснил, что и как нужно делать. Это народная артистка Республики Татарстан, ведущая актриса Татарского государственного академического театра имени Галяскара Камала Фарида Сафину. Аплодисменты! И вот так вот. И лауреат международных и всероссийских конкурсов, репетитор и солист народного ансамбля театра танца Сайдаш Евгений Никитин. Ну и я, ваш покорный слуга, никому троечку, как обещал, не поставил, большинство были пятерочки, не Асхайруллин всех. Если что-то было не так,
простите, в следующий раз будет лучше. Что ж, я сейчас вот вопрошаю, сколько еще ждать. Что ж, не переживайте, вот мне подсказали, буквально 40 минут осталось подождать, и мы скажем результаты, пока у нас наконец 50 минут даже, 50. Ну что ж, пока мы тут сами, наверное, сейчас танцуем, споем, а пока, собственно, можно, я вот дотянусь, у меня записано, за что мы бьемся, что получит финалист и победитель. Кроме славы, оваций и вообще рукоплесканий, любви и там десятков тысяч подписчиков, победитель у нас, как сказал Евгений, вот он напомнил, победитель получает iPhone 12 Pro Max, призы за второе место и третье, iPhone 12 и iPhone 11 соответственно. Поэтому призы, собственно, вот такие вот достойные. И такой вот вопрос, вот давайте, так, окей, Азат, вот да, сейчас артист, это профессия. Такой вопрос, а вот когда вот вы, допустим, начинали только петь, были ли какие-нибудь такие стимулы и конкурсы? Конечно, были конкурсы. Что дарили? Даже. Вот сейчас просто так вот. Вот я помню еще дальше. Самый запоминающийся был подарок. Конкурс «Сандуач Кырды Кунгульге», 2004 или 2003 год. Помню, я получил телевизор. Тогда еще был Samsung телевизор, большой, не такой жидкий, кристаллический. Он прям кинескопный. Да, кинескопный такой телевизор. Вот этот телевизор до сих пор работает. И это вот, как сказать, ну еще там магнитофоны были, там пылесосы тоже подарили, да. Но вот этот телевизор до сих пор работает. И вот, когда мы поженились с Алсу, мы этот телевизор всегда с нами рядом был. Вот когда вот до сих пор мы даже, может быть, не стыдно сказать, мы телевизор очень мало смотрим. Сейчас, потому что все интернет, вот это все есть. И у нас, мы не думали, что надо будет покупать телевизор. У нас дома вот этот стоял. И в один прекрасный день дети сказали, что он может, да, поменяем, потому что там каналы уже начали там включаться другие. Поэтому вот этот самый, как сказать, призы все равно остается памятью. И это когда смотришь на них, ты вспоминаешь вот это какое-то событие, вот это. Ну, наверное, какой сложный путь на самом деле пришлось пройти. Да, там очень много. Ватан, конкурс был Татар, Варшит Вагапов, у нас он Созвездие, Йолдузлы. Очень были. Мы ходили. Вот почему мы не остановились. Вот первые годы я не получил там призовые места где-то, но об этом мы все равно крест не ставили на себя. Вы знали, что потому что надо стремиться, надо к всему. Это все равно, это труд. Артисты они просто. Кто-то ездит там, своих детей не видит, а кто-то ночами дороги, еще где-то. Это все жизнь артиста. Вот нам тоже что сказать? Лучше спросим у профессионалов. Сизнең, может быть, какой-то был прям конкурс, который до сих пор в памяти, может быть. У меня конкурсов было немного. Единственный конкурс, который я получила приз на международном театральном фестивале тюркоязычных народов в городе Уфе в 1996 году. И до сих пор этот конкурс у меня запечатлелся, потому что самый большой конкурс, фестиваль, и там я особая такая премия там была. Самая обаятельная актриса. Вот за это мы поаплодируем. За роль Анук в спектакле Григорьеве «Зятья» Григорий Кеуляры, по-другому Туфана Миннулина автор. Класс. Тогда еще был жив наш главный режиссер Марсель Салимджанов. И вот этот конкурс мне очень запомнился навсегда. Сейчас жду конкурсов, но уже что-то меня туда не пускают. Вы знаете, вы лучше всех остальных. Боятся, что я опять, наверное, выиграю. Конечно, есть. Я не могу спросить. Евгений, что вот прям запоминающаяся история? Тут вот мы начали как-то с призов, но что-то было такого интересного. Не, в отличие от моих коллег, у меня все посложнее, потому что мы в основном в ансамблях выступаем. То есть это большой коллектив, и призы на всех делить, естественно, вообще. Приз каждому уже не дают, да, поэтому мы, собственно, и уже, как бы никто и не хочет ничего материального получить, заслугу оценили, все классно. Когда я только сюда приехал, в Казань, да, поступил в Институт культуры, и мы ансамблем ездили вот как раз на конкурсы, вот у нас был насыщенный год, везде, куда мы приезжали, везде отменяли гран-при. Потому что как-то так уж принято, гран-при хотят своим оставить. И уже были такие планы, оставим на развитие своего коллектива.
И вот они отменялись. То есть это было очень забавно на самом деле. Ну ладно, а что делать? Сходом, глядя на время, так вот, скажем так, немножко свысока скажу, что все гран-при были бы ваши. Возможно. Вот так вот. За это надо. Да, за это надо поаплодировать. Что же, дорогие участники, мы готовы. Кто же эти 5 счастливчиков или 5 неожиданных счастливчиков? Не будем откладывать долгий ящик. Внимание на экраны ваши. Хоу! Вот они, я их зачитаю, эти 5. 25 баллов. И наша первая полуфиналистка Каролина Хабибрахманова с 22 баллами, Миляуша Закирова. Алия Алиева 26 баллов, Лариса Ахмадиева также 26 баллов и Фарида Сунгатуллина 26 баллов. Аплодисменты им! 3 человека. Вот, есть. Так, что же на этом? Говорю, что вот эти участники, которых там отметили, мы все это потом отдельно выложим в социальных сетях, если вы по каким-то причинам не... мы посмотрим их видео даже так. Что ж, давайте освежим память и посмотрим, кто же эти 5 счастливчиков. Bulutlar kide, dumanlı yollar adaştıra. Ümit yıldızı yoktalığından, ko'nglim türmede bakıştıra. Талмый йөрдең ушбу юлда син, шын сыбатла алга бардың, бакмый уңга сулга син. Мин әле хайран һаман да, белмәдем ни булган. Şem tamşılar erik, biz erik yalqınlarda. Дорогие, теперь уже можно сказать, полуфиналисты, еще раз вам аплодисменты от нас, вы большие-большие молодцы. Мы вас поздравляем, в скором времени с вами свяжутся наши редактора и скажут вам, что и как, что, в общем, делать дальше. А, дорогие зрители, для вас сейчас информация. Если вы сегодня как-то посмотрели с половины, либо хотите прям смотреть Татарстар нон-стопом, скажу, что вам нужно потерпеть всего лишь 7 дней, потому что 21 июля также 19:00 ровно на тех же площадках официального сообщества Республики Татарстан, Татарстар ВКонтакте, в Одноклассниках, в общем, везде будет следующий отборочный выпуск нашего Татарстар наследия. И вот еще такая небольшая ремарочка, дорогие участники, которые прислали свое видео для участия в конкурсе. Если вы в прошлом выпуске или сегодня в выпуске не увидели свои выступления, то не расстраивайтесь. Они, скорее всего, попадут в следующие и последующие выпуски. Что же, на этом мы завершаем наш второй выпуск 3-го сезона шоу Татарстар, шоу под названием Татарстар наследие. Вам большое спасибо, что были с нами, что провели этот вечер среды в нашей чудесной компании, нашего жюри. Sizga Бигзур Рахмет, хайда кишлер. Сау болыңыз, Бигзур Рахмет. Всем пока-пока.